На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Синтетические наркотики становятся популярнее растительных. Итоги координационного совещания по противодействию незаконному обороту наркотиков. Авторами спектакля станут дети с ограниченными возможностями. В пресс-центре «Спутник» состоялась пресс-конференция организаторов проекта «Искусство без границ». О роли, миссии и месте Абхазского государственного университета. Роман Дбар в проекте «Грани образования» от отдела информации и медиакоммуникаций АГУ. Начнем с официальной хроники. Делегация Республики Башкортостан во главе с президентом Радием Хабировым в четверг вечером прибыла с официальным визитом в Республику Абхазия. На абхазо-российской государственной границе делегацию встретило руководство республики во главе с президентом Асланом Джани. Визит будет проходить с 30 марта по 2 апреля. В ходе официального визита 31 марта в Сухуме состоится встреча президента Республики Абхазия с главой Республики Башкортостан. Делегация Республики Башкортостан посетит Сухумский, Гулрыбский, Ачамчирский и Гудаутский районы. В рамках визита состоится презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан, а также подписание соглашений о сотрудничестве. Синтетические наркотики становятся популярнее растительных. К таким выводам пришли правоохранители в своих докладах, которые представили на координационном совещании по противодействию незаконному обороту наркотиков. Так, в прошлом году метадона в Абхазии изъяли более килограмма. Растут показатели пригабалина и мефедрона. При этом героин за год не был изъят ни разу. Подробнее Надежда Боровикова. Координационное совещание правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков открыл генеральный прокурор Адгур Агрба. Он представил участников совещания и передал слово основному докладчику, начальнику судебного управления Генпрокуратуры Дауру Амичпа. Работа субъектов профилактики в сфере противодействия наркопреступности не отличается активностью. Темпы роста потребителей наркотических веществ ежегодно растут, говорится в докладе. В последнее время изменилась национальная принадлежность и пол распространяемых наркотических средств, распространителей. Если ранее этим занимались граждане Российской Федерации и местные жители, то в последнее время к ним присоединились граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Изменился и количественный состав. Если раньше сбытчики действовали поодиночке, то сейчас это организованные группы лиц, среди которых зачастую и женщины. Данные способы вызваны минимизировать риски быть задержанными, ведь семейная пара с ребенком привлекает куда меньше внимания правоохранительных органов и бдительных граждан, чем одинокий парень, фотографирующий камни и землю. Согласно докладу, на наркорынке Абхазии в 2022 году за первое место по количеству изъятых из оборота веществ боролись метадон и марихуана. Статистика основана на судебных решениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, метадона правоохранители изъяли в объеме 1 килограмм 161 грамм, причем кило 100 обнаружили в Сухуме. Остальные 61 грамма распределены по всем районам, кроме Ачамчирского. Там метадон в 2022 году не нашли ни разу. Каннабис проходит в статистике в двух категориях, как марихуана и измеряется в граммах, и как конопля в корнях. Так вот, марихуаны за прошлый год изъяли чуть больше полкило. Для сравнения, в 2021 нашлось на килограмм больше. Но если посчитать еще 241 корень конопли, то по весу, скорее всего, получится больше, чем метадона. Хотелось бы остановиться на статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за посев и выращивание наркосодержащих растений, то есть на часть 1 статьи 200 и часть 2 статьи 228. Должно быть учтено, что данное преступление направлено на посев и выращивание наркотических средств естественного происхождения, как правило, без цели сбыта, за которые не имеют такого пагубного влияния на организм, как синтетические наркотики. При этом санкции статьи за выращивание 5 корней таких растений превышают санкцию за умышленное убийство. Полную версию репортажа о координационном совещании смотрите после выпуска новостей. Вопросы, связанные с оперативной обстановкой в сфере борьбы с распространением и потреблением наркотических средств в Абхазии и исполнением законодательства, действующего в данной сфере, обсудили 30 марта в Комитете парламента по обороне и национальной безопасности в ходе расширенного заседания, сообщает пресс-служба Народного собрания. В заседании, которое прошло под председательством Тимура Шергелия, приняли участие представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц, министр внутренних дел Вальтер Будба и другие сотрудники Министерства
министерства. Обсуждая складывающуюся законоприменительную практику, присутствующие уделили отдельное внимание дальнейшему взаимодействию парламента, правоохранительных структур и других органов исполнительной власти. 1 человек погиб и 1 пострадал в результате ДТП в районе села Приморское, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Вблизи поста ГАИ столкнулись 2 иномарки Hyundai и Volkswagen. 1 человек погиб на месте, и еще 1 был госпитализирован. Пожарная машина МЧС выехала на место для устранения последствий смыва разлившихся горючих материалов. Возгорания не было. На База ТВ продолжается цикл бесед с уполномоченным по правам человека Асидой Шакрыл. В интервью нашей телекомпании она подвела итоги 5 лет работы, рассказала о главных проблемах в сфере защиты прав и свобод жителей страны. Верховный суд, вы понимаете? Вот я когда говорю обычная прокуратура, а потом генеральная, да, и на уровне генеральной, когда, или на уровне Верховного суда мы видим нарушения, да, но вот тут уже вот беспокойство в 100 крат больше. Нет таких должностей, за которые надо цепляться, потому что ты точно чувствуешь, что здесь есть несправедливость. Часть 3 цикла бесед с уполномоченным по правам человека Асидой Шакрыл смотрите в нашем эфире после выпуска. Внешняя политика. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба провел телефонный разговор со специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. В ходе телефонного разговора обсуждались актуальные аспекты внешнеполитической координации Абхазии и России на ближневосточном направлении. МИД Абхазии приветствует восстановление полноформатных дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Саудовской Аравией. Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Инала Ардзинба. На наш взгляд, этот процесс будет способствовать укреплению стабильности и архитектуры безопасности в регионе. Вместе с тем считаем важным и необходимым возвращение нашей братской Сирии в Лигу арабских государств, ключевую международную организацию, объединяющую арабские страны. Сегодня фундаментальные вопросы регионального значения не могут обсуждаться без учета мнения Сирийской Арабской Республики, отмечается в комментарии Инала Ардзинба. Совет Федерации ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате пенсий умерших пенсионеров. Установлен порядок возмещения пенсий и доплат, излишне выплаченных Фондом пенсионного и социального страхования России абхазской стороне, сообщается на сайте Совета Федерации. За 7 лет объем незаконно полученных пенсий и доплат к ним составил более 24 миллионов рублей, которые абхазская сторона должна будет вернуть Пенсионному фонду России. На базе дискуссионной платформы посольства Республики Абхазия в Российской Федерации прошел первый этап дискуссии на тему «Этнокультура и глобализация». На круглый стол были приглашены студенты московских вузов. Обсуждались актуальные вопросы этнокультуры, в частности, этнокультура как один из приоритетных векторов развития общества в условиях глобализации, роль этнокультуры в современном обществе, инструменты сохранения этнокультуры. Во втором этапе планируется проведение конференции на тему этнокультуры с привлечением ученых, специалистов в данной сфере, абхазской диаспоры в Москве, представителей народов Северного Кавказа, а также абхазских землячеств. Очередной гуманитарный груз от Единого штаба помощи Донбассу из Абхазии был передан для дальнейшего распределения беженцам и вынужденным переселенцам. Также были доставлены обмундирование для бойцов, медикаменты и спецформа для работников хозяйственной отрасли в городах. Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Абхазии в Моквском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы X века. Это молитвенная поддержка для братьев Киево-Печерской обители, гонимых за веру православную, о защите святынь, лавры, монахов, священников и прихожан Киево-Печерской лавры, а также всех гонимых православных христиан, сказал один из организаторов молебна пономарь Моквского кафедрального собора Баян Делба. Призри человеколюбче милостивых Тиоху, на рабы твоя, монахов, да?
у монахов и всей братья Киево-Печерской лавры, всех гонимых православных христиан, по святому рабу Твоя, по Твоему благоутробию, верою припадающая, и услыши моления их, благое намерение их, о защите святыни Киево-Печерской лавры и всех братьев и отцов, монахов и прихожан, от всех врагов видимых и невидимых, благое намерение их и дело их, благослови и благополучно начать, и спешно, кроме всякого препятствия, во славу Твою совершите, яко всесильному Царю, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во все Люди и даты. 31 марта герою Абхазии Зауру Шершели исполнилось бы 60 лет. В ходе Отечественной войны народа Абхазии Заур Шершели принимал участие в боевых операциях на Бзыбском оборонительном рубеже, затем на Гумистинском фронте, воевал в составе 2-го батальона 2-й бригады в боях за населенные пункты Гума, Каман, Бырцха, Сухум и другие. Погиб в ходе операции за освобождение Дома правительства Абхазии. В нашем вечернем эфире смотрите проект памяти Заура Шершели. Передача подготовлена нашими коллегами из Гудаута ТВ. В пресс-центре «Спутник Абхазия» состоялась пресс-конференция организаторов проекта «Искусство без границ». Он объединяет культурно-благотворительный фонд «Ашана» и Русский театр. Координатор проекта Анна Савилова. Участники проекта рассказали, что на сцене театра будет поставлен спектакль по мотивам детских историй, которые Ашана будет принимать и обрабатывать до конца мая. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Дети-инвалиды не нуждаются в жалости. Они, как и все дети, нуждаются во внимании. Они, как и все дети, хотят, чтобы их желания были услышаны, а мечты исполнились. Чтобы показать, что мечтать не вредно, а очень даже нужно, Русдрам, благотворительный фонд Ашана и другие люди объединились в проект «Искусство без границ» и решили поставить на сцене Русского театра спектакль, в основу которого лягут истории, написанные детьми с ограниченными возможностями. Наш проект «Искусство без границ», он направлен на то, чтобы люди с ограниченными возможностями по здоровью могли полноценно чувствовать себя абсолютно во всех сферах. Мы хотим это продемонстрировать, и конкретно в сфере театра. Если ребенок не пишет сам, за него это могут сделать родители. Или он может просто надиктовать свою историю. Форма преподнесения не важна. В Ашане оформят все как нужно. Главное, чтобы ребенок донес свою мысль любым способом. Те, которые не могут самостоятельно писать, за них кто-то может из близких написать данную историю, кто-то может начитать аудиосообщения. То есть все возможности можно использовать, потому что для нас важно, чтобы не было ограничений, только сейчас мы сказали в печатном виде или в текстовом формате. Мы будем любые форматы принимать и преобразовывать. На электронный адрес можно будет отправить. Мы уже рассказали о проекте реабилитационным центрам, руководителям по всем районам и городам. Но важное условие – родители не должны редактировать ребенка. История должна быть сформулирована самим автором. Так режиссеру будет проще оформить правдивую историю. Именно его изречение – это очень важно, потому что это может стать фишкой в постановке. Как именно этот ребенок разговаривает. Может, у него оборот речи какой-то свой особенный. Я долгое время работал в Доме юношества, и мы очень плотно общались с АИСом, и мы там многие дети выросли на моих глазах, именно дети с ограниченными возможностями, и были среди них такие дети, которые обладали таким чувством юмора, что многие здоровые дети, могли бы позавидовать. Проект обещает быть настолько масштабным, что для участия в спектакле планируется пригласить знаменитых российских актеров. Для масштабности будем приглашать знаковых российских актеров, которые вместе с детьми и здоровыми, и полностью здоровыми, и с ограничениями по здоровью будут принимать участие в постановке. Все участники проекта – волонтеры. Безвозмездно в нем участвует Русдрам. Даже автором логотипа для «Искусства без границ» стала студентка отделения искусств АГУ Сабина Оторба. Там изображены
афиша, то есть от театра, который «Красные шторы», они изображены в форме крыльев, то есть как бы свобода, что искусство, оно без границ, для каждого, любой человек может заниматься тем, чем он хочет, и развиваться в этом, и изображены дети. Авторами инклюзивного спектакля будут дети с ограниченными возможностями, и для посетителей Русдрам создаст максимально доступную среду. Поэтому зрителями могут стать даже слабослышащие и слабовидящие дети. А все вырученные средства будут направлены в культурно-благотворительный фонд «Ашана». Марьяна Котова, Абаза ТВ. В 2023 году Русдрам планирует беспрецедентно масштабный гастрольно-фестивальный план. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал генеральный директор театра Искандера Ираклий Хиндба, пообещав вскоре начать приоткрывать его детали. А ближайшие — это 6 спектаклей в Москве с 7 по 10 апреля. Билеты в продаже, хотя на некоторые спектакли их почти не осталось. Русдрам призывает московских зрителей поторопиться и попасть на спектакли в центре, на Страстном и театре Эд Цетера. Новости АГУ. Вопросы сотрудничества между вузами в рамках предстоящего подписания соглашения обсудили в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете МАДИ проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджи с ректором университета Артемом Ашгиревичем и проректором по учебной работе Игорем Артемьевым. Предполагается тесное сотрудничество нашего вуза с МАДИ как в области студенческого обмена, так и в области сетевого образования, подготовки профессиональных кадров и других образовательных программ, отметил Гвинджи. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации Абхазского госуниверситета. АГУ – национальный университет, являющийся интеллектуальным ядром страны, центром науки, культуры и образования, который участвует в выработке стратегии развития абхазского общества, формирует социальную и культурную среду. О роли, миссии и месте Абхазского государственного университета, о проблемах высшего образования в стране, профориентационной деятельности, об учебном процессе и многом другом в рубрике «Грани образования» рассказывает первый проректор АГУ Роман Дбар. Передача подготовлена отделом информации и медиакоммуникаций вуза. Традиционно миссия университета укладывается в 3 основных аспекта. Первый — это, конечно, учеба, подготовка специалистов. Второе — это наука, потому что университеты являются научными центрами, где сосредоточена научная мысль, научные школы. И третье — это воздействие на общество. Если говорить об Абхазском государственном университете, национальном университете, то все эти 3 миссии, они, конечно же, сосредоточены в нашем главном вузе страны. То когда нет специальностей, по которым готовит Абхазский государственный университет, становится совершенно понятным и оправданным, то, что наши выпускники поступают в высшие учебные заведения Российской Федерации по тем специальностям, которые не представлены в нашем университете. В прошлом году студенты Абхазского государственного университета принимали участие в Олимпиаде по истории экономических учений в Москве, и они заняли там 1-е место, обойдя Московский государственный университет, финансовую академию, обойдя Казахский университет. То это показатель того, что мотивированная молодежь, та молодежь, которая хочет учиться в Абхазском государственном университете, может получить знания самого высшего класса. О роли, миссии и месте Абхазского государственного университета, о проблемах высшего образования в стране, профориентационной деятельности, об учебном процессе и многом другом мы сегодня поговорим с первым проректором АГУ, кандидатом биологических наук, доцентом Романом Саидовичем Дбар. Проект «Грани образования» смотрите в нашем эфире.
Селу Багмаран Гулрыбского района передан в дар один моноблок. Благотворительный фонд «Абхазия» проводит благотворительные акции, приуроченные к 30-летию Победы и 15-летию признания независимости Республики Абхазия. Председатель фонда, руководитель партии «Народный фронт Абхазии» Лаша Сакания. Проект фонда осуществлен при поддержке председателя Совета директоров российской холдинговой компании «Эго Холдинг», президента Федерации волейбола Санкт-Петербурга Александра Кашина. В рамках республиканского гастрольного плана Министерства культуры 4 апреля в Доме культуры города Гал состоится сольный концерт государственного ансамбля народного танца «Кавказ» имени Кандида Тарба. Начало концерта в 16:00, вход свободный. Спортивный анонс. Чемпион мира WBO среди молодежи Игорь Адлиба проведет свой следующий поединок в рамках вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Поединок состоится 6 мая на многотысячной арене «Уралец» в Екатеринбурге, сообщается на сайте Госкомспорта. Игорь сразится против первого номера Молдавии в среднем весе Максима Черничука. Сейчас о погоде. В пятницу 31 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов. Днем от 7 до 12. Температура морской воды 10 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.